Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Очередные незаконные выборы в оккупированном Крыму. Оккупанты продолжают обвинять Киев в водной блокаде. Поклонская снова обратилась в ООН. От 13 до 19 лет лишения свободы за разговоры в мечети. Об этом поговорим в 50-м выпуске блога Liberate Crimea. Прошлая неделя в оккупированном Крыму началась с очередных незаконных выборов. На этот раз крымчане на протяжении 3 дней с 11 по 13 сентября выбирали губернатора Севастополя, а также депутатов в Гагаринский и Ленинский муниципалитеты. Конечно же, ничего неожиданного не произошло. Главой Севастополя стал ранее назначенный Кремлем так называемый временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. А в муниципалитетах теперь при власти депутаты Единой России. Не обошлось и без многочисленных нарушений и фальсификаций. Оккупанты, видимо из-за неявки населения полуострова, решили вылавливать людей во дворах. И согласно данным избиркома, на пеньках проголосовало 127 660 человек, а на участках всего лишь 30 300 человек. То есть жители полуострова, крымские татары, украинцы и другие продолжают игнорировать незаконные выборы. Они же понимают, что участие в таких мероприятиях лишь способствует легализации незаконной аннексии. И как бы российские власти не пытались создать видимость честных выборов, мир-то не обмануть. Тема воды в Крыму становится все острее и острее. В то время, когда так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что полуостров надеется только на свои силы и не ждет помощи от Украины, Министерство иностранных дел России вновь заявляет, что Киев нарушил свои правозащитные обязательства, закрепленные в международных документах по воде для Крыма, о чем говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров водной блокадой. А депутат Российской Госдумы, экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что уже собрала и отправила в ООН материалы о якобы незаконных действиях Украины относительно перекрытия водоснабжения полуострова. Поклонская утверждает, что ее материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которая умышленно лишила миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова. Как видим, оккупанты и далее продолжают сваливать с больной головы на здоровую, выставляя Украину виновной во всех своих преступлениях, заявляя, что Киев незаконно перекрыл воду. А ведь правда, а главное международное право на нашей стороне. И о самом главном, о наших соотечественниках. 16 сентября Южно-окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам 2-го бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Марлена Асанова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Мемета Белялова к 18, Тимура Ибрагимова к 17, Сирана Салиева к 16, Сервера Мустафаева к 14, Сервера Зикирьяева и Эдема Смаилова к 13. Такие сроки не стали некой неожиданностью ни для самих политзаключенных, ни для их родных, ни для всего общества. Ведь рассмотрение дела проходило с грубым нарушением норм международного права. Обвинение основывается на показаниях так называемых скрытых свидетелей и заключении экспертов, активно сотрудничающих с ФСБ. Но все-таки неожиданным для всех оказалось решение суда по Эрнесту Аметову. Впервые за всю историю судебных процессов по преследованию за участие в организации Хизбут Тахрир был вынесен оправдательный приговор. А Эрнест Аметов был признан невиновным и освобожден в зале суда. Что оккупанты хотели этим продемонстрировать? Неужели они поняли всю незаконность своих действий? Или же таким способом пытаются показать мировому сообществу, что они действительно честно рассматривают дела и выносят приговоры? В любом случае, это маленькая победа Эрнеста Аметова и его семьи, его адвоката Айдера Азаматова и всех, кто ведет активную борьбу против репрессий оккупантов, за что их и поздравляем. 19 августа в
Крыму задержали Меджита Аблемитова за участие в батальоне имени Нумана Челебиджихана по обвинению по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. 20 августа так называемый Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 октября 2020 года. В настоящее время Меджид содержится в СИЗО номер 1 Симферополя. Меджид уверенно утверждает, что, находясь в рядах батальона, не нарушил законы Украины и России, так как данное формирование функционирует на территории Украины вполне легально. Что же, пожелаем Меджиту силы терпения. Боритесь за Крым, боритесь за Украину. Чем больше людей будет знать правду о Крыме, тем больше шансов его освободить. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч!